Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на песке на такую тему. Чем удивит и чем порадует вас судьба? Сейчас у нас проходят святки, самое прекрасное время для гаданий. Информация поступает непрерывно. Небеса открыты, информационный поток свободен, и мы можем гадать и узнавать все детали и тонкости вашей судьбы. Ну что, мои хорошие, загадайте, пожалуйста, на свою судьбу, и пусть вам вся правда откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Встреча вас удивит и порадует встреча. Судьба вам эту встречу уже давно готовила. Смотрите, человека вы точно знаете. Этому человеку обрадуетесь как родному. Возможно, да, это ваш родной человек. А возможно, вас с этим человеком связывают настоящие искренние чувства. Возможно, этот человек ключевой был и есть в вашей жизни. Встреча вот буквально у вас не за горами. Встречу эту вы не ждете, хотя у кого-то из вас, буквально накануне, там, не знаю, за день, за два придут хорошие вести о том, что человек в пути, да, либо человек приезжает в ваш город, либо будет в ваших краях, там, не знаю, билет на руках, садится в самолет. Но встреча, конечно, бесподобная. У вас прям крылышки за спиной вырастают. Будете на этих крылышках лететь на эту встречу. И встреча, конечно же, оправдает все ваши ожидания. Вот он, человек в лодке, не сидит, но стоит, спешит в вашу сторону. Почему-то идет такое ощущение, что дорога к встрече была закрыта. Может быть, были закрыты действительно какие-то дороги, были какие-то осложнения, либо человек был связан службой, работой, контрактом, может быть, еще что-то было, да, что не позволяло вам встречаться либо видеться. А теперь путь открыт, и человек спешит, да, вот стоя стоит, понимаете? Обычно в лодках люди сидят, да, сидя передвигаются, а этот прям стоит, потому что не терпится, очень сильно соскучился человек по вам. Встреча у вас состоится. Вот здесь, правда, вы будете очень благодарны судьбе за то, что такая прекрасная встреча наконец-таки случилась. И она будет настолько легкой, теплой, эмоционально наполненной, да, окрашенной. Прям запомните этот день. И этот день вам таким покажется теплым, солнечным, невероятно в красках, так весь разукрашенный. Прям, да, в память врежется, как самое такое вот за последнее время счастливое и доброе событие. Не идет встреча. Дальше, мои хорошие, вас очень порадуют события у вас, я так понимаю, на работе, либо если вы сами на себя работаете, да, то события, которые связаны с вашей работой. Может быть, конкретно прямо на вас и на вашу работу влияющие. События с левой стороны, то есть тут смело можно сказать, что никто не ждет. Да? Никто не ждет, не предполагает, не гадает и даже об этом не думает. Что-то хорошее, знаете, вот какие-то помехи уходят, не знаю, там прибавка жалования, новый начальник, да, на смену никудышнему, там, неадеквату. У кого-то, возможно, рост в карьере, у кого-то выход вашего бизнеса на новый уровень, да, там, востребованность вас как специалиста. Также могут быть новые клиенты. Вы что-то новенькое, может быть, попробуете, реализуете, и будет классный отклик от заказчиков, клиентов, покупателей. То есть что-то, что вас действительно вдохновляет идти дальше. Вы понимаете, что вы на правильном пути. Вы думаете, ой, как хорошо у меня теперь с работой. Ой, неужели я карьерно выросла. Ой, мне зарплату повысили, а дальше будет больше. А кто-то вот прям в своем бизнесе так разойдется, что вы даже, наверное, помощников будете нанимать. Вот кого-то, да, кто будет вам помогать, потому что объем работы, он увеличивается, доходы тоже увеличиваются. И вы думаете, нельзя упускать этот золотой шанс, да, нельзя потерять это золотое время.
с левой стороны. И, кстати, вот тоже хочу сказать, если вы работаете по найму, то тут не только у вас улучшение, еще у каких-то людей, которые вам нравятся, да, с кем вы приятельствуете, с кем у вас хорошие, классные отношения. Ну и если бизнес, то, возможно, не только у вас, но и у людей, которые в вашей сфере, да, вот у них тоже там улучшения пойдут. В принципе, и я не вижу тут конкуренцию как таковую, что прям душила вас эта конкуренция. Нет, я вижу прекрасное время для того, чтобы работать, зарабатывать, развиваться и идти вперед. В общем, будете довольны. Для вас это действительно как подарок судьбы, подарок небес. И вот мысли такие, да, вот спасибо Боженька, да, что вот такое случилось. Теперь вот я действительно реализую, теперь действительно заработаю, там, закрою какие-то долги, либо наоборот смогу купить то, о чем давно мечтаю. Хороший знак. И еще, кстати, по этому знаку у кого-то идет такое время, где вы, я не знаю, вы меньше работаете, но больше зарабатываете. И я не могу это объяснить, потому что я, как обычный человек, да, я не могу предположить, что это. Но вот меньше работать, но больше зарабатывать. Может быть, действительно, ваша ценность как специалиста, она настолько сильно вырастет, что вам там не нужно 10 клиентов брать, вы можете взять там 2 и заработать больше, чем на 10 раньше зарабатывали. Может быть, опять же, это связано с вашим карьерным ростом, связано, например, с ростом зарплаты. То есть вы понимаете, что вот сейчас я имею меньше обязанностей, либо мне не нужно брать подработку, дополнительно работать. У меня как бы нормально с деньгами, тьфу-тьфу, да, лучше стало. И я меньше работаю, я меньше устаю, но при этом я зарабатываю больше. Да, вот у кого-то еще такой момент проиграться. Но это прям счастливчик, еще раз тьфу-тьфу-тьфу. Дальше, мои хорошие. Судьба для кого-то из вас готовит, как откроется, да, откроется скрытое, да, занавес. Вот занавес. Это занавес, который не позволяет вам увидеть какие-то аспекты, да, либо каких-то людей. Вот этот занавес судьба просто вот так сбросит, да. Сорвутся эти шторы, упадет этот занавес, и вы увидите то, чего не ожидали увидеть. Здесь показывают людей, которые сидят, буквально вот они на попе сидят на земле и громко, как дети малые, плачут. Да, что-то у них случилось, не знаю, конфетку отобрали, с ними никто не дружит, не играет, и вот они плачут. Там несколько человек, то ли 2, то ли 3. Слезы этих людей для вас это как, отрада, что ли, я не знаю, как слово подобрать. То есть вы буквально воспринимаете это с позитивной стороны. Да? Возможно, эти люди причастны либо виноваты в каких-то больших бедах и неприятностях в вашей жизни. Возможно, деяния этих людей, они преступны, да? И это все им сходило с рук. И вы уже отчаялись, вы потеряли веру в честь, совесть, в закон и в справедливость. А тут раз и такое, да, вы видите их в слезах, вы видите их в беспомощном, максимально беспомощном состоянии и положении. Конечно, это сюрприз, и для вас он все-таки положительный. Я не верю в то, что вы радуетесь чужим слезам, но судя по тому, как вышла эта картинка с правой стороны, то есть эти люди, они давно этого заслужили, да. Они радовались вашим слезам, но вы просто принимаете их слезы и говорите, да, так и должно быть. Люди получили свой бумеранг, да, и до них дотянулась рука справедливости. То есть вот это вы увидите. Почему для вас это будет неожиданно? Потому что вы уже давно махнули рукой на этих людей. Да? У вас постоянно было это чувство несправедливости, вы с ним жили, вы с ним уже смирились, и вы уже ничего не ждали. А тут такое, да, занавес упал, и ваши обидчики либо враги, недоброжелатели сидят и плачут, и вы их видите. У вас-то наоборот, и денежка пошла, и встреча произошла, а те, значит, сидят и плачут. То есть, в принципе, вы вполне себе довольны, да. Можно сказать, что у вас прекрасное настроение, и вы удовлетворены тем, что вы видите. Запомнится, вам этот момент запомнится надолго, вы даже кому-то об этом будете рассказывать. О том, что вот я была не права, да, что вот справедливость, она есть. И бумеранги такие летают и долетают. Может быть, они летают медленно, но они долетают, да, и точно бьют в цель. Дальше, мои хорошие. Вот здесь я вижу какое-то новое знакомство.
Но тот, с кем вы познакомитесь, либо та, с кем вы познакомитесь, для вас действительно как подарочек от судьбы. Человек замечательный во всех отношениях. У кого-то из вас знакомство идет вот именно в личной сфере, да? Вы познакомитесь с мужчиной, который вам покажется просто лапочкой, идеальный, прекрасный, замечательный человек с открытой душой, да? Вот такой вот прям, знаете, свой родной какой-то теплый, уютный. А у кого-то знакомство идет в профессиональной сфере, да? Вот человек гений, знаток, мудрец. И этот человек вам открыт, вы прекрасно общаетесь, вы прекрасно проводите время, вы очень многое берете от этого человека, да? Ну, обучаетесь у этого человека. Может, это не будет прямое обучение, может, это будут какие-то советы, наставления, внушения, но вы их с радостью принимаете. Буквально человек поможет вам, либо откроет вам на что-то глаза, поделится своей мудростью, как заряжает вас, да? Заряжает своей энергетикой. Вы, возможно, тоже уже не верили, да, что такие люди существуют. Вы не верили, что вам с кем-то может быть настолько максимально комфортно. Либо что люди, достигшие определенного там уровня развития, они настолько открыты, настолько приятны, настолько общительны. И вот такие вот, знаете, теплые душой, да, вот прям нету какого-то зазнайства, гонора, либо надменности, да, вот простые люди. Понравится, вам очень это знакомство понравится, вы его сразу оцените, вот буквально глаза загораются, и вы думаете: о, вот это подарок, вот это удачненько я познакомился, либо познакомилась. И еще вижу, что с этим человеком у вас как бы достаточно долгий путь, да, у кого-то прям, кто в личном, да, познакомится, вот с будущим, я так понимаю, мужем, либо женой познакомитесь, у вас прям такой путь широкий, открытый, он очень долгий. Ну, буквально, да, всю жизнь пройдете рука об руку. Ну, а если это какое-то деловое знакомство, либо полезное знакомство, то достаточно долго вы будете идти вместе. Иногда вы будете немножко расходиться, потом, когда надо, сходиться. То есть, в принципе, поддержка, да, вам от этого нового человека 100% обеспечена. Дальше. Судьба удивит вас тем, что столкнет вас с вашими страхами. То есть у каждого из вас есть страхи. Что-то, что парализует вас. Да? Вот страх настолько сильный, что вы думаете: вот боюсь неудач, да, поэтому я ничего делать не буду, ну, дабы избежать этих неудач. Кто-то говорит: я боюсь общения с противоположным полом, потому что были такие неудачные эксперименты в прошлом. И я еле-еле там, да, вырвалась из этого прошлого. Я больше не хочу, я больше там не верю женщинам, я не верю мужчинам. У кого-то страхи перед своими способностями, у кого-то страхи перед там, не знаю, большими деньгами, в конце концов, да, заработками. Но вот судьба вас буквально сталкивает с вашим страхом. И вы понимаете, что бояться-то нечего, да? Надо просто брать и делать. Нужно просто посмотреть своему страху в глаза. Буквально вас исцеляет судьба от ваших страхов. Избавляет, исцеляет, вот как хотите. Вы точно перестанете бояться. Либо вы осознаете, что ваши страхи не такие маленькие, а вы такая большая, либо такой большой. И нечего бояться, да? Ничего страшного в этом нет. Вот кто-то водить боится, да, автомобиль, у человека есть права, человек там кучу времени потратил, денег на то, чтобы получить эти права, но боится водить. Ну вот судьба столкнет и скажет: бери, едь. И вы возьмете и поедете, и поймете, что это нормально, это не страшно, да, что вы можете, у вас все получается, и получается очень и очень неплохо. Ну вот то же самое там в личной жизни, вот знакомство, да, вы познакомитесь с человеком, вы боялись отношений, вы боялись противоположного пола, вы не верили в счастливую любовь. А тут человек такой родной, такой теплый, такой позитивный. И вы такая: чего я боюсь, да? Надо жить, надо любить, надо радоваться. Прям мне очень нравится, что вы проработаете свои самые страшные страхи. Да? Вот то, что вас буквально доводило до скованности, когда вы пошевелиться не могли. Вы поймете, что бояться больше не надо, что все хорошо, все под контролем, и вы везде справляетесь. Вы умничка, вы молодец. Дальше. Откуда-то сверху спустятся новости. Возможно, откуда-то очень сильно издалека. А возможно, действительно, это новости сверху, да, вот от каких-то высокопоставленных лиц,
либо от каких-то крутых организаций, учреждений, потому что государственные какие-то организации, либо что-то с законами связано, что-то вот такое высокое, далекое спускается к вам. И для вас это надежда. Надежда на лучшее будущее, либо на то, что скоро что-то поменяется в лучшую сторону. Я не вижу конкретики, я не вижу, что это будет, например, вот завтра, либо послезавтра, да, улучшение. Но вот этой надежды, ее достаточно для того, чтобы у вас поменялось настроение. Этой надежды достаточно для того, чтобы вы успокоились, взяли себя в руки, для того, чтобы вы двигались, да, без опаски, для того, чтобы вы не нервничали, чтобы у вас сон был хорошим. Какие-то улучшения, они наступают, они как-то постепенно по нарастающей идут. Да? Это не будет одним днем. То есть сегодня вам что-то положительное скажут, завтра это подтвердится, послезавтра там уже конкретный закон вступит в действие, там еще через неделю уже там результаты пойдут. Понимаете, вот как-то так мне идет. И также, если придут хорошие новости откуда-то издалека, может быть, там, с другого конца мира, либо где-то ваши родственники очень далеко живут, придут новости о том, что что-то улучшается, меняется, идет на поправку, и вы скажете: о, прекрасно, можно выдыхать, есть надежда, да, нервничать не стоит. Ну, а дальше новостей просто больше и больше будет становиться. Дальше. Вас кто-то услышит. Кто-то глухой вас наконец-таки услышит. Тут вас, конечно, судьба удивит. Глухой человек. Может быть, этот человек не обращал на вас внимания. Может, этот человек вас категорически игнорировал. Да? Вот все, что вы говорите, просите, да, человек просто мимо ушей пропускал. Да? Либо уши так свернул калачиком, типа: а я глухой, я ничего не слышу. И сколько бы вы ни говорили, сколько бы вы ни просили, у человека всегда был либо один ответ, либо человек морозился. А тут человек буквально слышит вас и старается делать то, что вы говорите, либо то, что вы просите. Возможно, судьба вразумила этого человека. Там есть способы у судьбы, как привести в чувство. А возможно, этот человек меняется. Возможно, этому человеку самому некомфортно так жить, да, быть глухим, и видеть, как вы отстраняетесь, как вы отдаляетесь, да, может быть, страх вас потерять окончательно и бесповоротно. Сотворить чудо с этим человеком. Я не буду вам обещать, что человек прям на 180 развернется, поменяется, но я вижу, что человек будет стараться по мере, конечно, своих сил, своих способностей меняться в лучшую сторону. И это как-то, знаете, вот постепенно происходит, да, постепенно человек становится более адекватным, более вменяемым. Человек становится более договороспособным. Это может быть ребенок-подросток, это может быть кто-то из родственников, это кто-то, кто с вами вместе рядом находится, вместе работает. Да кто угодно может отыграться. Но вижу, что этот человек прям, был болькой в вашей жизни. Особенно это его глухота, да, то, что вот вы говорите, человек либо скипает, либо игнорирует, либо, опять же, отмораживается, типа: я не слышу, да. У меня проблема со слухом, я ничего не слышу, я ничего не понимаю, буду жить так, как хочу, как считаю нужным. Дальше у вас тут подкова показана, и эта подкова, она как будто бы людей соединяет. С кем-то удачно договоритесь, либо посотрудничаете, а может быть, действительно, объединив усилия, люди смогут добиться удачи, везения и удачного разрешения текущего положения дел. То есть подкова вас соединяет. То есть, может быть, в какой-то ситуации, с какой-то задачей вы не могли справиться в одиночестве. Вы пробовали, у вас не получалось, либо получалось не очень, да, не так, как бы вы хотели, либо было задумано. И тут вы с кем-то объедините усилия, и, о боже, это же чудо, да, все случилось, все получилось максимально классно для вас. Помощник, либо кто-то, кто в такой же ситуации, и взаимное сотрудничество, объединение приносит вам двоим удачу. Да, вот прям как счастливый случай свел. Да? Говорят же люди: счастливый случай нас свел. И поэтому у нас так все хорошо случилось. Возможно, да, это и подсказка, и помощь судьбы
когда судьба такая, ну да, она не может одна, либо он не может один. Ну-ка, приведу человечка, и все у них получится. Ну, где-то так у вас и будет. Дальше, мои хорошие, показана семья. Семья, которая делает, вот как все вместе, делают шаг в открытую дверь. Возможно, это воссоединение семьи. Возможно, это совместное какое-то путешествие, поездка. Возможно, это даже переезд. Да, вот все вместе встали и переехали. Либо встали и поехали. Но мне почему-то больше идет как воссоединение. Может, ссора произошла в семье. Либо семья была как-то разделена на части. Да, ну, там, жена и дети жили в одном месте, муж там жил в другом месте. Либо наоборот, там, муж с детьми в одном месте, жена в другом месте. Может, вообще и дети раздельно жили. А вот теперь вы все вместе, и вы делаете этот шаг в открытую дверь. Кстати, дверь очень светлая. Что бы это ни было, примирение, воссоединение, либо переезд, поездка, поверьте, вам очень понравится. Всем вам очень понравится. Это новое начинание, оно будет самым положительным и добрым для всей вашей семьи. От мала до велика. Все порадуются, все оценят. Хороший знак. Дальше вас очень сильно удивит реакция человека на вас. Человек внешне очень сдержанный, холодный, закрытый и такой, знаете, вот как айсберг мне идет, да, вот из льда сделанный человек. На вас какая-то особая реакция, но буквально вот как родного, родную вас обнимает, целует, к себе прижимает, у вас такой шок, немножечко так руки, типа, пожалуйста, не надо так сильно меня жамкать. Не знаю, этот человек про вас то ли что-то узнает, то ли судьба ему нашепчет что-то про вас. Буквально вот с рук вас не спускает. Чего-чего, такой реакции вы точно не ждали, и не думали, и не мечтали, вообще вам в голову такое не приходило. Раньше этого человека не было в вашей жизни, либо этот человек присутствовал как кусок льда, да? Не холодно, не жарко от него, скорее холодно было. А тут на тебе вот такое что-то родное, а теперь этот человек относится к вам, не знаю, как мама, либо как папа, а может мама, папа вместе, да? Вот прям не идет, что обнимает, к себе прижимает, и прям нарадоваться вам не может. Кто этот человек вам, я не могу сказать, но общая отсыпка, да, вы поймите. Но с другой стороны, это шок. Это не удивление, это шок в чистом виде. Вы еще так долго думаете, да, а что случилось, да, а почему. Потом уже все выяснится, да, но вот долго будете думать и настороженно ко всему этому относиться. И даже немножечко избегать общения с этим человеком, потому что, да, действительно обнимает, прижимает, на руки берет. Вы же не маленький ребенок, но даже если маленький ребенок, извините, от постороннего человека это прям слишком, да. У вас шок, вы как несколько дней, может даже недель будете ходить в шоке, насколько вот человек на вас реагирует тепло и позитивно. Представляете, начальник на работе, да? Вы приходите на работу, начальник вас хватает на руки и носит как родную, либо как родного. Да, может, родную фирму спасете, либо окажетесь самым ценным специалистом, да? Время покажет, что это будет. Дальше. Удар. Какое-то ваше действие, случайное либо специальное, нанесет удар плохому человеку. Причем удар прям в самое сердце придется. Больше, конечно, похоже на случайное действие. Да? То есть вы не задумали плохое, вы просто делаете то, что нужно, то, что считаете необходимым. И ваше действие плохому человеку удар в сердце наносит. Судьба удивит тем, насколько все связано и взаимосвязано. Да? Скорее всего, вы об этом не думаете, либо вы об этом не знаете, даже не хотите об этом думать. Но вот какая-то ситуация, когда ваше случайное действие приводит к разрыву сердца дурного человека.
Ну, значит, так тому и быть. Значит, вы оружие в руках высших сил, либо вы тот избранный человек, который должен остановить злого, дурного человека. Вот какое-то действие. Если честно, вы сами немножко напугаетесь, но ненадолго, как-то быстро отойдете, быстро потом поймете, что случилось. Ну, а вот этот плохой человек уже не оправится. Либо для этого плохого человека это уже все как бы финалочка, да, конец, точечка. Да, не троеточие, а точка, да, все. Не знаю, женщина-мужчина, но удар прям с вашей стороны, но больше, да, на случайный похож. Ну, вот так вот, да, не думая, не гадая, плохого человека с места, да, сместите, либо до беды доведете. Ну, так тому и быть, скорее всего. Так тому и быть. Дальше. Здесь странный знак. Знак, который говорит о том, что что-то повторится. Настолько это вам будет знакомо, у вас вот это такое ощущение дежавю, и вы не понимаете, что происходит. Ну, как будто бы, знаете, полусон, полуявь. И вроде это все уже было и в тех же ролях, и в тех же лицах, и в тех же обстоятельствах, и даже время будет похоже. Вот что-то повторяется. Но в этот раз судьба удивит тем, что завершение события, либо финал события будет очень положительным. Возможно, вы когда-то потерпели какую-то неудачу, либо какая-то неприятность произошла. Вы хотели как лучше, получилось, ну, как всегда. А тут на тебе все как переигрывается. То есть сценарий идет ровно до финала, повторяется все точь в точь, но финал совершенно другой. Почему-то вы будете переживать, вы будете думать, что опять будет поражение, либо опять будут неприятности, опять я проиграю. На самом деле нет, все переигрывается. И этот второй шанс, он действительно как будто бы все исправляет, да, выравнивает, исправляет. И логически, да, логическое завершение, хорошее логическое завершение идет. Вот что-то повторится, но уже с хорошим финалом не идет. Хороший знак. У вас еще и бубновая масть. Она же и везение, она же и деньги, она же и очень крутые возможности. Ну, допустим, вот пример, который пришел мне в голову. Вы хотели устроиться, работать там, в хорошую фирму, ну, либо ваш близкий человек. Человек пишет резюме, отправляет, его зовут на собеседование, проходит собеседование, и либо ему отказывают, либо ему говорят «ждите», да, и вот это «ждите», оно тоже равно отказу. А тут, знаете, вроде как все то же самое проходит, но после собеседования говорят: приходите завтра, да, мы вас ждем. Давайте сразу подпишем трудовой контракт или там еще какой-то контракт. И вот тут вы понимаете, что да, финал другой, финал счастливый. Но это может быть что-то и другое, просто мне такой пример в голову пришел, да. Да, у кого-то, возможно, и с работой связано, у кого-то с отношениями, у кого-то с возможностями. Почему бы и нет? Ну, вот приблизительно так было показано. Еще мои хорошие показывают журавля. Журавль маленький, ну, потому что он далеко летит. Чем ближе он будет к вам, тем больше будет фигурка этого журавля. Летит издалека, летит, либо долго летит, либо слишком высоко взлетел, да, и кажется очень маленьким. Но это журавль. Журавль – это птица, которая несет счастье, радость. Часто говорит о прибавлении в семействе, о хороших, счастливых изменениях, о том, что люди могут обрести свой дом, о том, что люди могут исполнить свою мечту. Этот журавль летит. Летит, судьба его к вам направила. Что он вам несет, только лишь время покажет. Но знайте, что эта птичка к вам долетит. Точно долетит, прилетит и точно вас порадует. Чего искренне вам, мои хорошие, любимые, я желаю. На этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.